Дорогие телезрители, я рада приветствовать вас на канале Якутия-24. С вами выпуск программы «Испытано на себе». И сегодня мы посетим военный спортивный клуб «Соколы». И для начала хочу познакомить вас с ее руководителем и основателем Владимиром Геннадьевичем. Здравствуйте. Здравствуйте. Так, хотелось бы сразу спросить, за основу клуба берется дисциплина ОБЖ? Ну да, я сам являюсь учителем ОБЖ. И здесь пришла такая идея, чтобы у детей было больше практики, помимо теории, чтобы они занимались практически, больше давать им таких практических навыков, занятий, умений, для того, чтобы они более, скажем так, лучше развивались. И было принято решение, посоветовавшись с Татьяной Алексеевной, это у нас зам по учебно-воспитательной работе, мы решили организовать в нашей школе военно-спортивный клуб. И поскольку школа носит имя Валерия Ильича Кузьмина, то есть летчика полярной авиации, и мы посоветовались и решили сделать название это «Соколы». Очень здорово. Да, получается, для наших телезрителей мы, пожалуй, отметим, что мы сейчас находимся в 30-й школе, да? И сегодня у нас будет такой экскурс, очень такой насыщенный, да, получается, в деятельность вашего клуба. То есть у нас будет и работа с автоматом, да? Собрать, разобрать. Далее, что мы еще будем делать? Сегодня постреляем с пневматической винтовки, с воздушки. Снаряжение магазина патронами, покажем, как это делается. Оказание первой доврачебной помощи, одевание костюмов химзащиты. Работа с компасом, с картой, поскольку у нас скоро начнутся полевые выходы, поэтому дети должны уметь ориентироваться. Поэтому сегодня задача наша такая. Ну что ж, мне не терпится начать, я думаю, будет очень интересно. Ну, уже начинать? Да, можно начинать. Сейчас становитесь в строй с ребятами по росту. И все, и мы начинаем. Ребята готовы. Все, прошу. Становись, равняйся, смирно. Направо. За мной бегом, марш. Как быстро бегут. Интересно, сразу надо так быстро бежать? Я не успеваю. Раз, два, три, четыре. 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 По диагонали. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. На первый, второй рассчитайся. Первый. Второй. Третий. Отставить. На первый, второй рассчитайся. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Второй. Первый. Вторые номера. 2 шага вперед. Оказывается, бег — это не основная разминка. Сейчас будет что-то еще. Круговые вращения головой. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Закончили.
Движение головой в стороны. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Круговые вращения плечами. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Выпады ногами в сторону. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Наклоны туловищем в сторону. Ну. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Выпады вперед. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Испытано на себе. Честно говоря, я никогда не держала оружие учебное в руках, ну и в целом, и никогда не стреляла. Для меня сегодня это впервые. Я даже не знаю, как я с этим заданием справлюсь. Здесь у нас подготовлен автомат и специальные пули. Пули гамма, написано так. Вот такие маленькие пульки. Также напротив меня установлены мишени. Расстояние приблизительно, наверное, метров 15 до мишени. Как называется это оружие? Это у нас стандартная пневматическая винтовка, в народе ее называют воздушка, модели МЭТ 512. Как раз вот для работы с учениками в школе. Вот у нас во всех школах практически используется, применяется вот такой вот тип воздушек. Так, пользоваться ей, значит, как, да, у нас получается таким образом. Здесь заряжаете вот таким вот образом. Все движения у нас выполняются только в направлении целей. То есть мы ее никуда не вращаем, не поворачиваем. Только все движения вот так вот идут. Пульку вставляем вот таким вот образом. То есть вот у нас имеется отверстие, значит, да, здесь это юбочка еще называется. Вот. А вот этим мы вставляем место вот сюда, вот так вперед. Раз. Пульку утапливаем ее. Обязательно наша задача ее туда утопить. И пальчиком проверяем, значит, да, не торчит ли она. Вот, если она провалилась туда, допустим, бывают и такие моменты, значит, да, то тогда, значит, руку поднимаем и мы эту пульку должны поменять, заменить. Вот, после того, когда мы пульку вставили, проверили, дальше идет у нас заряжаем, зарядили, вот, и после этого по команде мы ее зарядили, вот, после этого идет команда, дается огонь, по команде огонь. Снимаете с предохранителя. Вот у нас находится предохранитель. Вот с этого предохранителя снимаете и пальчик ложим вот сюда вот на спусковой крючок. Он у нас должен лежать вот таким вот образом. Подушечка пальца, вот получается подушечка, она у нас должна лежать вот здесь вот посередине. Не в конце, не в начале вот, а вот именно посередочке вот как раз спускового крючка. И после этого мы ее плотненько прижимаем, прицелились и плавненько начинаем давить. Так, здесь, значит, смотрите, прицелились, вот, локти обязательно на столе. Так, ну-ка сейчас мы вот так вот, да. На столе. Да, локти на стол. Ручка. Приклад у нас, Приклад. это не ручка, это приклад, упирается в плечо. Локти на стол поставили. Тяжеленький. Ну, тяжеленько, ничего страшного, бывает еще тяжелее. Так, вот, задача, значит, совместить мушку и прицельную планочку ровненько по середочке, по центру здесь. И под яблочко целимся, под мишень. То есть, у когда нас- я визуально смотрю в прицел, у меня должна вот эта планка соединиться с той мушкой. Да? Да, то есть получается вот таким вот образом. Значит, там идет у нас прицельная планочка, вот она вот так вот у нас идет, да? Вот. А мушка, она у нас
впереди. Да. И вот наша задача, да, чтобы она ни вверх, ни вниз была, ни влево, ни вправо. Да, словить То есть, баланс вот этот. Да, вот этот вот, чтобы она была ровненько. И основная задача, мы вот этот вот как раз целимся вот сюда под яблочко. Не в саму мишень, значит, да, вот, а чуть ниже. Вот так вот. Тут у нас должен быть белый такой просвет. Правильно ли я поняла, что когда нажимаешь уже на курок, у тебя немножко ружье приподнимается? Именно поэтому нужно чуть пониже целиться, нет? Нет, нет, нет. А почему тогда? Здесь оно никуда не поднимается, здесь просто во время выстрела, когда производите выстрел, она, ну, немножко чуть-чуть отдача небольшая есть, да, вот. Но целиться под яблочко всегда рекомендуют, это когда мы пристреливаем воздушку. У всех глаза разные. С одной и той же воздушки, допустим, 2 разных или там 3 разных человека, они могут стрелять абсолютно по-разному. Она, допустим, пристрелена под одного человека, хотя вроде бы это самое, там глаза могут быть даже одинаковыми, но стреляет каждый по-разному, целится. Поэтому вообще, вот, по идее, ружье должно быть у каждого человека индивидуально, только под него. Вот тогда, конечно, результат будет намного выше. А так у нас вот пока такой возможности нету, вот, поэтому мы пользуемся, так сказать, общей, скажем так, воздушкой. Вот. И наша с вами задача как раз вот попробовать из нее попасть в мишень. И заряжается он только на одну пулю. Да, заряжается он на одну пульку, потому что это не многозарядная винтовка. То есть она такая вот получается. Ну, одним словом, ученическая. Да? Ну, учебная, можно сказать, да, для учеников, для учащихся. Вот, относительно безопасная. Вот. Поэтому Ну что, давайте попробуем? ну давайте начнем. Так, Вы заряжается, значит, да. недоверчиво хотите мне его передать? Заряжается вот таким вот образом, значит, мы переламываем до щелчка. Обязательно щелчок должен быть. Можно Потом, я сама попробую? сейчас, да. Потом пульку вставляем, пальчиком проверили ее, вот, чтобы она у нас не торчала. Иначе она у нас помнется, когда мы будем ее заряжать, она у нас помнется. Вот, поэтому мы ее проверили, все ровненько, гладко. Зарядили, прицелились, нажимаем спусковой крючок. Вот. И потихонечку начинаем целиться и одновременно, скажем так, давим на спусковой крючок. Вот нажимаем вот так вот. Нажимаем вот первой фалангой пальца, значит, да, вот сюда вот на подушечкой пальца мы сюда вот ее нажимаем. И желательно в момент выстрела, так сказать, дыхания, чтобы у нас не дышать. Не дышать. То есть вот мы прицелились, спокойненько раз, все, и спокойненько, плавненько начинаем опускать, давить на спусковой крючок. И как только у нас мишень совпала все, в этот момент плавно производим выстрел. Ружье не дергаем, немножко сидим после выстрела. Выстрел произошел, потом уже после этого спокойненько отпускаем. Ясненько, да? Торопиться не надо, все делается спокойненько, плавненько. Ну что, попробуем? Давайте. Так. Да, переламываем ее сильнее, сильнее. Ой, как тяжело. Еще давим, давим, давим. Еще? Да. Раз, вот. Теперь пульку сюда вставляем. Так. Юбочкой вверх. Да. Вставляем пульку. Вдавливаем ее посильнее. Проверяем пальцем. Ничего нам не Совершенно мешает. верно, все ровненько. Далее. Так. Локти на стол. Локти на стол. Упор в ногах, да? Ноги устойчиво стоят. Устойчиво. Все. Приклад в плечо. И целимся. Да. Прицелилась. Так, и доклад. Татьяна к стрельбе готова. Татьяна, к стрельбе готова. Все, по мишени огонь. Так, разрезаем. Так, следующий выстрел. Сильнее, сильнее дави. Как? Она справляется. Ну, девочка сама заряжает. Ага, молодец. Надо почаще к нам приходить. Видимо, да. Так, зарядили, пальчиком проверили. Отошли.
Так, целюсь. Татьяна к стрельбе готова. Все, огонь. Предохранитель. Огонь. Ну, отдача, Живая? отдача в плечо есть, но она Не такая сильная, не да, такая получается? сильная, как я ожидала. Единственное, что перед самим моментом, когда нажимаешь на курок, такое некое волнение, что ли, внутри, и какой-то вот стоп-сигнал у меня срабатывает, но я переступаю через себя, нажимаю, и очень громко. Даже С непривычки, да, с наверное. непривычки громко. Мне Потом- очень интересно, попала я или нет. Ну, сейчас стрельбу закончим и сходим Хорошо. посмотрим. Сколько раз мы должны? 3 раза. Еще третий раз, да? Мгм. Так, я сейчас сама попробую. Всё-таки. Вот, Да. получилось, получилось. Берем. Заряжаем. Проверяем. Сейчас мы посмотрим сначала, куда ты попала, а потом сделаем корректировку, хорошо? Все. Сейчас после стрельбы просто ее надломила, все, и ложишь. Вот так вот, все. Раз, все. Предохранитель. Устала? Отдохни маленько. Огонь. И еще один раз, да? С каждым разом все лучше и лучше, кстати. Ну так, Навык. кругом нужна сноровка, закалка, тренировка. Доклад. Татьяна к стрельбе готова. Все, огонь. Так, теперь здесь, смотрите, здесь просто надо ее надломить, не переламывая, просто раз, и все, и ложим. И, да, и вот на эту сторону, на левую. И здесь говорим, что Татьяна стрельбу закончила. Татьяна стрельбу закончила. Всё, А к ми- скажите, можно ли заряжать Ружье? винтовку? Ага. Винтовка же, да? Винтовка, да? В таком положении. Можно, но не будет заряжена, потому что для того, чтобы она была полноценно заряжена, нужно обязательно ее переламывать до конца, вот, потому что здесь она просто, ну, она выстрела не будет. То есть даже вы, если пульку ставите сюда, потом вернете в исходное положение и выстрела не будет. Она не взведена, то есть надо ее взвести сначала перед тем, как стрелять. Поэтому вот и ложим на левую сторону, чтобы у нас прицел не сбивался. Ну что, пойдемте посмотрим? Ну, пойдемте. Получилось ли у Всё. меня попасть? Все, к мишеням. Пойдем, да. Так, ну вот у нас одно попадание имеется. То есть результат говорит о том, что целили сюда, пульки попадали в это место, значит, да? Значит, наша задача, так сказать, в следующий раз сделать поправку, корректировку. То есть целиться мы куда должны теперь? Вот Мы должны целиться еще пониже, правильно? Да. И левее. И влево, да, получается. То есть вот у нас получается, да, диагональ. То есть мы должны отсюда вот где-то вот так вот сюда примерно, чтобы они у нас легли в черный. Ну, в целом-то результат хороший. Для первого раза очень хороший результат. Да? Ну, я Да. собой горжусь Да, тогда. потому что, Честно говоря, я не думала, что у меня получится. да, и все-таки вот результат есть. Результат неплохой. Тем более, человек первый раз стреляет, для этого, я считаю, очень даже хороший результат. Да, За- ну вот тенденция какая-то вот у меня, да, направо. Да, чуть-чуть всё вправо, время. но это ничего страшного, это все нормально. Здесь мы просто корректировку сделаем средняя точка прицеливания, мы ее просто немножко сдвинем Работа над да, ошибками, да? вправо, ой, влево и чуть ниже, и все. Владимир Геннадьевич, а подскажите, вы давно вообще вот открыли, основали клуб? Ну, Как клуб у давно нас, функционирует? клуб вообще я начал работу с третьей школы. Вот, в третьей школе там у нас директором была Косецкая Ольга Ивановна, и мы тогда вот в 2007 году занялся, значит, военно-спортивным клубом имени Владислава
спустя много лет, когда там проработал после школы, потом перешел сюда вот в 30-ю школу. И здесь вот абсолютно с нуля, как говорится, уже имея большой опыт за плечами, именно вот работы с детьми, с подростками, вот здесь организовал военно-спортивный клуб «Соколы». Вот. И работа у нас пошла, мы стали привлекать ветеранов боевых действий. Это у нас и тесное сотрудничество с Росгвардией, с ОМОНом, с ДОСААФ, с ветеранами боевых действий. И здесь вот, скажем так, они, конечно, очень хорошую поддержку вот в этом плане осуществляют. То есть мы тесно с ними сотрудничаем, взаимодействуем. Вот. Также вот у нас, помимо этого, вот мы еще раньше вот занимались парашютным спортом. То есть вот у меня девочки, мальчики, они еще и с парашюта прыгали, и с аквалангами ныряли, погружались мы вот. И очень много у нас сплавов за плечами по разным рекам нашей республики. Это, не знаю, мне кажется, самая красивейшая республика вообще вот в мире, наверное, потому что я был тоже во многих странах, вот, и наша Якутия, это просто, не знаю, это какая-то жемчужина, наверное, что ли, такая вот очень красивая природа и зимой, и летом, ну, во все времена года, вот, поэтому, вот, и стараемся вот через вот эти вот туристические походы, через сплавы прививать любовь к природе, любовь к нашей республике, вот, чтобы дети ценили, берегли ее, уважали. Вот, и поэтому здесь вот работа в этом плане ведется. И хотелось бы, чтобы у нас, конечно, практических вот таких вот сплавов, там, полевых выходов, вот, их, конечно, было больше, потому что дети только на практике вот это все могут познать. Я, кстати, заметила у ваших детей нашивки. Нашивки это у нас, да, можно про да, них это... рассказать? Они разные? Они разные, кстати? у нас. Это у нас нашивки, шеврончики вот такие вот, значит, да. Вот. Эти шевроны мы разработали сами, самостоятельно. Инициатором это у нас был Харин Кирилл. Вот, и совместно с ним, значит, мы разработали вот такие вот шевроны. Значит, вот это вот у нас шеврон для новобранцев. Это те ребята, которые только приходят на занятия в наш военно-спортивный клуб. Вот. Ну, тут символы, это понятное дело, это «Сокол». Мы так и называемся, наш военно-спортивный клуб «Соколы». Палатка армейская, это тоже тут символ такой, что мы, да, и полевые занятия и так далее. Ну, автоматы, это понятное дело. Компас – это символ того, что дети должны ориентироваться не только на местности, но и в жизни. Поэтому вот такой вот у нас вот уровень. Ну и цвета тоже подобрали так, чтобы они были доброжелательные, приятные к восприятию, вот, ну и запоминались. Вот. То есть постарались сделать, так сказать, ну, вот в таком формате. И это у нас, скажем так, эмблема это для новобранцев, у ребят, те, которые к нам только-только приходят заниматься. А те, которые ребята уже имеют определенный опыт, определенные знания, участвовали во многих соревнованиях, мероприятиях, там вот, у них, конечно, да, у них уже идут вот такие вот эмблемы. Они уже вышитые у нас. Вот. Вышиты, значит, специально, вот мы заказывали их, вот, и они вот у нас, когда переходят на новый уровень, они у нас меняют. То есть такие шеврончики они нам сдают мне, вот, и эти шевроны они уже, так сказать, одевают и носят. И также у нас еще один есть уровень, это уже те ребята, которые, допустим, достигли определенных результатов. У нас еще есть это сдача на черный берет. То есть вот мы еще занимаемся этим совместно с отрядом «Ботур». Вот, проводим, значит, ну и ветеранами боевых действий, проводим, значит, этот специальный у нас есть разработан комплекс. Вот, и те ребята, которые его проходят уже в полевых условиях, вот, они получают еще и право ношения черного берета. Испытано на себе. Так, ну давайте будем, наверное, вместе одновременно, чтобы будем смотреть. На Семен, на тебя тогда, так? Для начала у меня первый вопрос. В каких случаях используются средства химзащиты? Ну, это в основном при радиационной, химической и биологической защите это средство называется. Вот. Поэтому здесь, скажем так, применяются также такие комплекты, как ОЗК, это общевойсковой защитный комплект. В данный момент у нас это легкий защитный комплект Л1. Он Вот. непромокаемый, да? Ну да. Резина это? Да. Так, Но у нас зачем? его еще, честно сказать, это еще и используют эти рыбаки, охотники.
вот этот костюм, там уток доставать там или не вот из реки, поэтому его тоже так же вот используют. Адаптировали, да? Да, он так как бы, Ой. да. То есть в Ритм гражданском жизни. применении тоже им пользуются. Вот. И здесь он у нас просто одевается сразу на обувь. Вот, то есть обувь снимать не надо, а прямо в обуви мы туда. Хорошо, поняла. Так. Нет, все, ждем, стоим, ждем. Так. Смелей, смелей. Я не пойму, одела я или нет. Все, готово. Сильнее, сильнее тянем. Вот, есть такое дело. А он не возгораемый, да? Нет, он горит. Горит? Горит, да. То есть в случае он- пожара его не Так, оденешь, здесь у нас, да? да. Так, стоп. У нас вот идет через это. Здесь мы, Крест-накрест. да, крест-накрест. Вот, и здесь мы его вот так вот завязываем. Так. Ага, Пропускаем через две, ага. подтягиваем и Да. в одну, правильно, да? Нет, нет. И вот сюда вот, здесь вот так вот раз. И петельки сюда вот его. Готово. Все, да. И теперь снизу здесь застегиваем. То есть вот эти у нас сюда застегивается хвостик. Этот с этой стороны вот так вот. Так. Туго нужно, да, затянуть? Ну, желательно. Потому что в них и ходить, бегать, допустим, если нужно будет, чтобы ничего не болталось, так стоять. Так, вот это вот у нас сюда вот так вот раз ее. Так, отойди-ка, Так, встань готово? отсюда. Отойди. Далее. Вот туда Далее сядь. у нас, судя по всему, кофта. Куртка. Как это называется? Да, на куртке называется. Куртка? Одевается вот таким вот образом. Такой он тяжелый, Ну, увесистый. он плотный, достаточно. материал плотный, поэтому вот он. Это такая резина, как будто бы смешанная с тканью, да? Так, держи тебе противогаз пока. Так, сюда поближе встань, вот так вот, ага. Так, Пока не надо так, ага. готово. Так, все. Так, теперь сейчас здесь, там еще есть этот хлястик вот внизу, вот здесь вот, вот тут под курткой, да. Его вытаскиваем и сюда вот здесь застегиваем. Хлястик. Ага, вот он тут вот. Не могу найти. А, нашла. Ага, его Так. между ног проводится, он, да, сюда. Так, и спереди, да, Да, и застегиваем? спереди там есть штучка специальная. На вот. штанах? На куртке, на Нашла. самой. Ага, и ее разчик защелкиваем. Готово. Все. Дальше берем противогаз. Противогаз хранится в специальной сумочке, да? Ну да. Противогаз у нас ГП-7, модель противогаза. ГП-7. Здесь у нас что идет? Фильтрующая коробка идет. А для поступает фильтра- воздух, да? Да. Через вот это, как Он не называется? поступает, он фильтрует. Ну да, поступает и фильтруется. То есть в маску поступает воздух через вот эту штуку? Да, через фильтрующую коробку. Да. Здесь. И переговорное устройство, чтобы можно было разговаривать. То есть в этом противогазе, да, можно будет говорить, и человека будет слышно, в отличие, допустим, вот от старых моделей, там ГП-5, где просто человек одевает маску и шлем-маску, и все. Вот. Здесь же у нас имеется возможность еще и разговаривать. Так, одевается он вот таким вот образом. Вот. Вводится за подбородочек, Дыхание запираем, глазки закрываем, одеваем. Как только одели, делается выдох, потом глазки открыли. Хорошо. А это что? Это тоже у нас устройство специально для, скажем так, этой фильтрации воздуха. Так, ну попробуем. Так, выворачиваю запястье, да? Вот так. Так. И вот этот... Да, вот у нас, получается, пальчики вот таким вот образом стоят. А, вот. Да, вот так вот. Заводится за подбородочек. Вот так вот.
Раз. И натягивается. Так, Да. Сильней, сильней. Все, делаем выдох и открываем глазки. Готово. Все готово. Ну, молодцы. Он сидит недостаточно плотно, должен быть. Недостаточно плотно, значит, здесь вот эти лямки, они все регулируются. То есть можно их подтянуть, затянуть. То есть они у нас, мы можем их подогнать под ваш размер. Это все у нас затягивается. Глаз закрыть. Так, ну, собственно, вот в таком виде можно идти спасать мир. Так, теперь Через одевается свои капюшон. способности. Так, да, капюшон. Так, одевается капюшон, значит, здесь у нас. Затем голову можно маленько чуть-чуть приподнять. Вот мы его вот так вот берем и сюда застегиваем. Все, вот у нас получается. Так, теперь перчатки одеваем. Левая, правая. И заправляем их в рукав. Угу. Так, теперь стоп. Здесь у нас вот петелька такая Да, вот я имеется. увидела, и мне стало интересно, для Ага. чего. Это на пальчик, да? Да, наверное? эту петельку мы сюда вот на пальчик. Все. Заправляем полностью, да. Вторую руку всегда сложно одевать самостоятельно. Для этого нужна тренировка. Угу. Все, встали, раз, Теперь я ровненько. хочу попробовать походить. Походить? Ну, попробуйте, походите. Тяжеловато, надо что-то. Я чувствую себя космонавтом. Ходить тяжеловато, потому что костюм тяжелый, и дышать сложно, потому что я с противогазом. Ну, в целом как бы привыкаешь. Испытано на себе. ну что ж, дорогие телезрители, мы с спортивного зала переместились, можно сказать, в музыкальный зал. Здесь у нас прекрасные девочки, тоже ваши ученицы, они, получается, группу создали, да, под вашим началом. Как это произошло и как вообще, где-то самая корреляция с военно-спортивным клубом и музыкальной группой, да? Ну, у нас, во-первых, вот то, что мы занимаемся в военно-спортивном клубе, мы очень много, часто вот ходим в походы, сплавы там по горным рекам, но в основном это все такой достаточно длительный процесс. И, естественно, конечно, вот хочется, чтобы, допустим, вот после, скажем так, трудового дня вот посидеть у костра, с гитарой поиграть там вот. И нам гитары, ну, не хватало. И я пытался ребят как-то подключить к этому, но они как-то все не очень активно. Поэтому пришлось самому, так сказать, начать осваивать это дело. Вот начал гитару, значит, приобрел, вот начал на ней учиться, играть и так далее. Но мне показалось, что этого мало, то есть моих вот умений таких вот. И думаю, надо что-то делать это более широкое. И как раз вот у нас в школе здесь вот имеется очень хорошие музыкальные инструменты, это и синтезатор, и ударная установка, гитары, все это имеется, вот, но не было команды, которая бы умела играть. Ну, я вот так вот с ребятами начал общаться, со своими учениками, ученицами, вот, и в процессе общения вот, находил тех ребят, мальчиков, девочек, которые умеют что-то играть, вот, ну и потом, значит, пришла идея их объединить всех вместе, вот, и попытаться, значит, создать такую группу, которая могла бы сыграть хотя бы там какое-то произведение вместе, вот совместно так вот. Мы, значит, начали вот занятия потихонечку, и вот у нас буквально вот мы начали, получается, в Новый год, да, где-то вот в новогодние
новогодние каникулы. Вот, потому что, ну, в принципе, там 10 дней, вот, и надо было чем-то заниматься. Вот мы помимо, значит, нашего военно-спортивного клуба с ребятами занимались в каникулы, и также девочек подключил сюда. И вот начали мы потихоньку, вот, ну и вот результат, который мы можем вам сегодня продемонстрировать, показать. Да, давайте. Меня, в принципе, тоже можно поэксплуатировать. Я играть на гитаре не умею. На барабанах, если покажете, я там что-то постучу. Да, ну можно, Аделина покажет маленько азы какие-то, немножечко. А потом споем. Я могу вот здесь стучать, когда нужно будет. Давайте я понаблюдаю, да, за вашим выступлением и для себя какие-то, может быть, знания, да, что-то новое получу. Ну что ж, вы готовы? Да. Давайте. Все. Дорогие друзья, сегодня мы посетили такой максимально разносторонний спортивный военный клуб. На этом наша передача подошла к концу. До новых познавательных встреч!